21 июня приглашаем на 7-й Международный летний институт. Принимают участие лауреаты всероссийских конкурсов, учитель года, лекторы Колумбийского университета, Международной языковой школы, Института ЮНЕСКО по IT-технологиям. Уважаемые жители и гости столицы, разыгрывается моментальная городская лотерея «Удача» на Эсэхе Туймада. Найди больше ключей и поймай свою удачу. Чепшетиге уруй. Каз бирди атылаатчыга Батурдар 64 гигабайта флешканы беле хуналлар. Бесейин токсуттан сүрбекке хигердери. Барытыгар 31 яннақ чепшетини мүтчү тутума. Өтөкеһинен сақа телевидениятын кеһәңе фиргар сонуннар көрөгөт студияга Любовь Васильева бүгүнгө бериге. Муниципалитеттар баламочалары өксөга депутаттар сүрүн соконга кирер улары тылары көрдүлөр. Бутугунан элтимен очраттак муньяктан репортажга. Республика Илдарханын талары выбор компанията сарсыңыттан сагланар. Бу оннатын тогостог вопростары кийин выбордыр камайы баарда. Biz onu ынак сөйүнү кытта бугатан саңайт бородатын тахараллар. Сака чонайдарын саңа бурайга мега хаңасылуу бар олохтонор. Бүгүн илтимен токсус очраттак пленарный муньяга ытылынна. Депутаттар көрүүлөргө отуттан такса вопрос кирди. Сезону тимиктур муньякка парламентарийдар сылаңара сыраласпыт турошсубут өлелери көһүннө. Сүрүн соконга улар ыйлар уонна саңа барыллар туунан Александра Хлопкова репортажа. Илдархан выборын күнә чапчыланна, илтүбен урағынан саха сергер бағалығы талы выбора балаған айын 14 күні ғарытылды. Бүгін оттан урaq алылында балаған айын 14 күні ғар бейі республикалар бағалығын Илдарханын нұчылыты ғалавабытын талаған болуға. Бейгі конституция өтінен бұл бәйбет баласпытын олық тур бейгі исключительный полномочия өпалар. Онна Хақа республикадан етіп Илдарханын выборын туғынан хокуңа олығыран кені бәйіз статиятығар бұл ылынағын, онда бұл выборан ағын темел мұннақ әбәйіне. Депутаттар көрілергер кербетесі бір суалталақ папроғынан дұробияларының қайтшақта қоғалар үйерінер анал коррекционный кағаларын үләтігер муниципалитеттарға баламочыны бері папроға керді. Мантанене қаз бірді бос қолаға үйерінер оғаға таңа сап тұттар тәрілетілігідігер хәтті 15 тұхыншы салқобай көрілі. Етене тұлайы қоғалары жәнен қайтшыға мек әтке олар елар керділер. Hülbey sahagardlı diyen behekelerin tarafı takonga. Onlar Rusya hukukunu varbalağına 14 saatten 10 ağa sahagardlı diyen. Onun te prokuratura rekomendasiyetinden bugün eti hukukunga beheleri tekeler dibit. Otan Rusya hukukunga hep tübehenlerim 14 saatten 10 ağa sahagardı. Kulur tulaya olur. Муниципалитеттерге өссө бир әби балмоочу тыйга хайсбатын салатыгар берилди. Келер сыл саңатыттан киректак законунан сөйүттен сылгыттан алылар продукцияга көрүлөр субвенция аны атынны кагылды. 15 жылдан төмен саныкпар республикага тыйга хайсбатын саңа закону үлелен барыктак. Ол законга билеген ити балыгына кайдак кирерин оны бекатан көрөктак бит. Онна кеннекат түгөр улулар законнарга эми буту серигер Үті, әті, оңырачыларынан, онан жарықтанатчылары, қараттан улақана дейін артава кәрі, тәңгі соғыз көрер механизмы бейге тұтуған қалдық бұттияны. Итене аспыцыллағы бюджет отчетын түмігінен әйілгі бүтірігі саңа көрімдер келдер ектірі. Итене инвест оны сударысто программаларын чапчылағынға муниципалитеттер бұл манны кыттыларын көжүсті қоңыруға әме оларатылар керектірі. Мантанене саха сергер тренер, преподаватель ден тоғынас бар болу. Илтүмен сүрбекке депутаты білімнәбіт сонун соконыра бүгін бастыка ағына аста. Маны серге саха сирен национальный спорт көрімнері ден сокон көрілінне. Білетен әттіға национальный спорт көрімнерін сокона бүгін бүтәхіктәқ ағыны Госдумаға ағыған. Бұл хокон барыла бейқа хүрді олтала оннан азлақ бей республика өтігер. Тоғай таққа бар Россия тахымгар официально 5 құлыбыра спорт көріңі регистрацияланмыт әбіт болдағына бұл 5 спорт көріңі өттен 3 спорт көріңі Хақарин көріңдері.
холбор капсагай атагонюта онна мастер дейт. Анан холбора бу бе үс национальный көрүңнөр битин хайыннар битигер бу хакон улдар түгәннәр государственная программа көрүлгән, үп кача көрүлгән бе холбора бебе көрүңнөр битин анды тахамгар тахарар кактына бит. Бүгүнкү пленарный мунья хүләтин түмүктәтә аны күһүнгә җире депутаттар сынялаңга таргастылар. Республика кескелен түстүр күргөмнә хүлә аны күһүнгәттен сакланы. Александра Хлопкова, Иван Семенов, Саха телевидениете, Жакускай. Республика Илдарханын талы быбарыгар улары тыйлар кирдилер. Ол курдук гражданин быбар бегергемет күнүттен 10 конук эрдек олағын берен сөп. Республика лоқтоға бұ кемге янныр әбетер кыйын быбарга кыттыба татыны бастынар төрөттәк боллағына эрдек оластыр бұраттақ. Оны тағынан кейін быбардыр қамғая ил түмен государственный мұньяғар сунтар, онна үйе бүлі горнай улустарыттан депутаттары талар быбар күнін бұхарда. Онтан Республика Илдарханын талар быбар компанията сарсыңыттан бәчәкке бұтығынан сұрулығыттан сағаланыған. Политическая партиялар кандидаттара быбар болу төрден 5 кону кененен документтарын туттаралара эрденер. Урут турбы кандидаттар быбардачылардан подпис хомер болақтарына білеген аны депутаттардан талылы депутаттардан талылы балықтардан подпис хомер болақтар. Турбы кандидаттар 272 подпис хомертақтыр. Қас беди подпис барда нотариатынан барда заверетін ұлықтар. Кыгыл солусқа хайыстыбаға саңа әт бародатын тахараллар. Мен Қаңлысы районын қорабыт нехилегер тыға хайыстыбатын учуынайдара сементаль бародалақ сүйіхіне боғатан бизон бұққастақ түрі ғылылар. Канадаттан кәлбет кыл ақсанын әлбетер, онына саңа әт бародатын тахарыр сұрықтақ бұрайек бұлдырыңыттан сағаламыд. Сегілей кәлер материалтан бесең. Жакускайдағы тыға хайыстыватын научный ченчер институтын учуынайдара этиенне Саха Республикатын айылға қарыстабыл министерствотын тұтақ специалистары Россиятағы тыға хайыстыватын академиятын онна животноводство институтын кітті кәпсетеген Канадаттан ағылылыбыт бизонлары ақсанларын әлбетер этиенне саңа әт бародатын тахара сылтан өсі аспыт 2-13 сыллақтан бұбарайығы сағалабыттар. Үтылар үле әнекіліғін өйен қорабыт нехелеген кығы соғысқа хайыстыватын лөхеттері саңа барайыққа бір бастығының үлелеспіттер. Бұл бизонтан анақтан бейі гибрид ұламат әт боруданы тахарықтақ бітті. Оны бұл әт боруды қотоңыл қанын надыйы қоқтақ. Бизон құддық тахадякыстан, сылғы құддық қағыр қаған бәйті ағылығын бұлынан арыча экономически өттінен Ороскода аяқ болуына дейін идеялар етті. Бұйылғы сылға опыт ұты түмігер кығы солысқа айсыватыр сементаль барода сөйлерге искусственный бұғаты түмігер бизон түріғын уанча нерeye ұлбыттар. Көрдіқ көті нерейдер бейгі соқты бүт. Пока ұнақ сөйі тұға бағайбы көрдіқ. Öngdöründen bastығы жүхіндер доқтуылатын істәқтеріне білден тұрар. Біз ондар жүхіндері кендер туақтара, конституциялара, уапсайт туақтара, жүхіндері бодалыра улар иеға. Онда білден тұрар күхінгөт түгер, саскөт түгер, күхінгөт түгер, улхан туақтиян. Талымаға оқ кылдар юскан тақсықтыра ден. Өті сүйхілер юскан тақсықтыра ден. Урбанит Руслан Федотов научный ченчер институту этиенне Саха Республикатын айылға қарысабыл министерствотын кытта биргел өлеген сонун барайығы өйір. Бұл кіскілік проектіянывын, оны олана дальнейшем мен бағанам бұл Саханағын бұл бизонға исенер болар, кенесі күжістақ болар деді, оғыдаған Саханаға, мана бей Сахабы сирinaға, оны олана бизон кыстығы толуяр, Канада сөйді бұл. Сахабы сирин томоран тымнылақ кығынын толуяр бизон түріғын ыларға маныға саңа әт бародата тақсарғар ұтылар өлені сайынларан. Тустақ специалисттар отыйғар искусственный бұғатыны кистян ұтар бұланнақ өлелілер. Өлі түмеге аны күхін білдеға. Марина Трифонова, Николай Афанасьев, Василий Петров, Саха телевидениете, Мәя Қаңлас. Саха жана бұлыргыттан жөһігер айытыгар сүгірияр анан ұғық түйілгетігер кымығы игі серин томын ұтар үгістәқ. Өбігі сағаттан салғамыт ұтық том бұйыл республикатағы олонқы ұғығар әлбәқ кені түмеға. Отта туймады қочытын алғыстақ түйілгетігер кымығы игіге Гиннес рекордылықтын ұға. Уйгу биян ыгыр бир сүрүн тоомунан кырылы кыйняр кыжымактаах кымыгы ихи болар. Өбүгө сааттан келбет халбаңнаабат сиер тоом үэһэ үрдүгөйыларга мактанар. Уйгу биян үксүлүгөр көрдөөр күүс көмө эгеринен куту сөрү бөгөр көтөр аналлаах. Уруй жамараннар үстө омуддан кебехелдер жол үстө омурду кинде самай биле bu ettirger xanlarga öydürge sınavdırger iňerin kurduk onluk sanan turanlar iyaqtaqtar. Oçoja etçimiren bari bir sanağa kireller.
кымы ии сері тома өтімен үйе анара өтіттен сағылан түр қанлақ омықтарға хиенлік тарғамыд. Биге эрабыт инене 295-225 сылларга скифтер бек ымығын ии туымын оңралыра. Ары келин Орта Азия омықтаргар үйелік бүт. Оттан сақалар очоттан бачаға дере жүйгөй айытыгар сүгірүйе бүт. Ол бұғытнан бей өтіттен күйнер ұтақ арас көріңін көнерін Семир ейікке күтар үгістәқ бүт. Күжімақтақ қымыстен бар. Онақ арғытын ұлларан баран ол жәнкерін, чараскені жәнкерін оны құталылар. Оны болланы біле туғын ағы боллады. Құттақтарға ең күхан ол туғын арғытыттан әмесейлер әпті. Очо құттақтара біле тоқтағат. Ахайбат қаябат. Субуллар күтіріктақ, түрем тұяқтақтар қачыққа қалымары кистен жырылаталар. Қаңала сұлуын ұшнецке қайыстывата сүрбетче үйердеяқ. Бұйыл төріқ әтәңген. Білген сүрбетче бейіне күнгі үстеген 7 тақса литрені ылалар. Дағатен тәққа бек ымығығар ұс бітемин. Ұна өдіттен оғылы бұд күбістағар 10-15 түгіл әлбәқ болар. Үтті бәқ, бөмбеләқ бейатыр ағас беләқ. Күнместейлік, үтті бітені ғайыт. Оттон туймады туынатыгар алгыстақ ұдағы 10 тыңынча кеге тәңінен ен гейне сіргорда куарылықтақ. Дорғаннақ аты солы олықтурғы анан 5 тоннаттан итағая суақ кымыз көнжіріліға. Уғылычы білетігенге күтті условията судырғы түхілгеға бәй чыранын үлче керіліқтақ. Чыраны тұтан мұнаңын серге кірті бақылын оңырағын жүгірияғын, онтын үйе айыларға бұдды ұнағын, ол ұна мұнаңын işte bulduk omuddan bitti. Ondan jaki higar bulduk töttürü verin ya. Bulduk keriyen künergiyinden barata bulduk keriyen hiyaktaktır. Eti kurduk jehigay ayıttan tardılaq, ayı ahınas utağın amsayar, olba tuygulaq, ulu tunaq ığaq, qonan turdaq ayı cügahır. Onun eder emencan tühülgeğa tügürütçü oluran, algыстaq utağı amsayan, küy suaq, munюнуаққан. Екатерина Мосова, Василий Соловьев, Александр Лебедев, Саха телевидениеде Хаңалас, Жекускай. Сақыл соңын мұпманнық сетігілері әтәңе болын кірсек қалері. Добрый вечер. В эфире телеканала НВК «Саха». Информационная программа «Якутия» с новостями к этому часу. В студии Сергей Алексеев. Вначале коротко о главном. Завершило свою работу очередное пленарное заседание Госсобрания Илтумен. Временно исполняющий обязанности главы республики Егор Борисов встретился с жителями пригородного поселка Житай. В Нерюнгри прошли соревнования для людей с ограниченными возможностями. Завершило работу 9-е очередное пленарное заседание Госсобрания Илтумен. Согласно повестке дня, парламентарии республики рассмотрели 36 вопросов. Подробнее о работе депутатов в материале Марины Захаровой. В сентябре якутяне изберут первого в истории Якутии главу республики путем прямых выборов. И согласно повестке дня заседания парламента, депутаты назначили дату единого дня голосования. Выборы состоятся 14 сентября. Эта дата выпадает на 2-е воскресенье сентября. Это единый день голосования. Данную дату устанавливает не Республика Саха-Якутия, а федеральный закон. Это Российская Федерация установила на всем пространстве всего нашего государства. Поэтому мы ориентируемся только на эту дату. День был насыщен и решением вопросов социального характера. Так, к примеру, парламентарии предлагают расширить перечень льготных тарифов на коммунальные услуги, предоставляемые физическим лицам. Речь идет об изменениях по 2 составляющим – обеспечение сжиженным газом потребителей физических лиц и регулирование цен на электроэнергию от дизельных электростанций на низком уровне напряжения. В первом случае речь идет о компенсации расходов газоснабжающих организаций, во втором случае изменения касаются формулировок определения оснований для предоставления льготных тарифов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на электроэнергию. И вот как комментирует инициатор законопроекта. С 1 января 2014 года тарифы на потребление сжиженного газа для населения, которые используются населением, они устанавливаются Республикой Саха-Якутия. До этого это осуществляли органы местного самоуправления.
В связи с тем, что непосредственно устанавливается тариф, как вы знаете, устанавливаемый тариф в республике, он является тарифом, который экономически выгоден для населения, который население может платить. Вот эта разница, которая возникает между экономически выгодным, между себестоимостью и тарифом, который платит население, она, естественно, ложится на убытки предприятий, которые оказывают подобного рода услуги. Вопрос обеспечения детей-сирот жильем также был сегодня в центре внимания депутатов. На настоящий момент встает вопрос принципиального характера. Его инициирует в том числе и прокуратура, и уполномоченные органы, защищающие права детей-сирот. Они связаны с тем, что по какому месту жительства или где дети-сироты должны получать жилье. И на настоящий момент депутатами внесена законодательная инициатива, по которой, соответственно, предлагается получение этого жилья и соответствующая оплата этого жилья как из республиканского, так и из федерального бюджета. То есть в любом случае здесь не только бюджет республики по месту нахождения на настоящий момент. Государственную помощь также будут получать воспитанники специальных коррекционных школ, находящиеся на длительном лечении. Ранее федеральным законом были предусмотрены только нормы обеспечения одеждой только детей-сирот. А сейчас будут обеспечиваться все воспитанники таких специальных организаций, в которых обучают по адаптированным образовательным программам. Их у нас в республике функционирует 22 организаций, в которых более 2000 детей. То есть сейчас дети с ограниченными возможностями здоровья будут получать такую государственную помощь. Парламентарии республики сегодня завершили свою работу в этом сезоне. В следующий раз народные избранники соберутся уже осенью. Марина Захарова, Иван Семенов, НВК «Саха», Якутск. Сегодня в студии нашей телекомпании состоялась пресс-конференция Егора Борисова, продолжавшаяся 2 часа. Временно исполняющими обязанности главы республики задали около 40 вопросов на самые разные темы: предстоящих выборов и муниципальной реформы, здравоохранения и экологии, газификации чемпионата России по вольной борьбе. Фактически разговор с журналистами стал продолжением серии встреч с жителями республики, которые Егор Афанасьевич вел последние 3 недели. Взгляды и вопросы, которые сегодня я чувствую среди населения, они меняются с учетом той политики, которую мы ведем в республике. И поэтому мне было приятно, что многие вещи они принимаются как позитивные. И настроение людей тоже каждым разом меняется в лучшую сторону. И чувство уверенности, чувство солидарности, они сегодня уже проявляются. Для меня это очень важный момент. Вот это я почувствовал в этой поездке. Сегодня в Житае прошло предварительное голосование по определению кандидатур для последующего выдвижения кандидата на должность главы республики. Перед жителями пригородного поселка выступил временно исполняющий обязанности главы республики Егор Борисов. Он отметил, что все экономические и социальные программы должны быть продолжены. Работы по реконструкции дорог, ЛЭП, газификации, по реализации программы переселения из аварийного жилья, борьба с пьянством и коррупцией должны усовершенствоваться. Для этого мне важно избираться главой. Проделана большая работа по приватизации Алроса. Компания не передана в частные руки. 3 года пытались продать ЛОРП, но мы добились, чтобы 25% пакета акций судоходной компании остались в собственности республики. Я готов защищать интересы жителей республики, отметил в конце выступления Егор Борисов. Затем присутствующие задавали вопросы. Жителей Житая интересовал широкий спектр вопросов, начиная от судостроения до материально-технического оснащения детских садов. Сможем ли мы увидеть новое судостроение на базе нашего модернизированного завода? Было предложено создать кластер, производственный кластер по, скажем, ремонту, реконструкции, инновации, в общем, наших речных судов. Для того, чтобы это решить, вот этот кластер мы превращаем в инвестиционный проект. Это мы скоро начнем заниматься. Главный вопрос – сделать хороший проект инвестиционный. В Ленском районе в последнее время уделяют особое внимание развитию здравоохранения. Строятся, ремонтируются больницы и направляются молодые кадры. Толчком для этого стали встречи руководства республики с населением, во время которых решаются вопросы прямо в зале или даются поручения. О том, как это происходит, в сюжете нашего корреспондента Александра Хлопковой.
Еще в 2012 году на встрече с населением с Егором Борисовым жители Ленского района озвучили проблемы здравоохранения. Наиболее остро на тот момент стоял вопрос о ремонте центральной районной больницы. Прежде всего, мы должны заботиться о здоровье человека по 3 направлениям. Первое, все-таки любой человек, который появляется на свет, и который уже начинает взрослеть, и он должен думать о своем здоровье. Сам лично должен думать. У нас нет культуры здоровья. Мы к своему здоровью относимся как к какой-то вещи, которые нас как будто не интересуют. То есть речь идет о том, что первое направление по здравоохранению – это прежде всего забота о здоровье каждого конкретного члена общества, конкретного человека, который называется профилактика. Мы должны заниматься профилактикой своего здоровья. Ранее на эти работы деньги выделялись только из муниципального бюджета, но уже в 2012 году из республиканской казны направили более 17 миллионов рублей. Львиная доля из этих средств пошла на капитальный ремонт противотуберкулезного диспансера. В прошлом году по госпрограмме на капремонт выделили более 25 миллионов рублей. На эти деньги капитально отремонтировали лечебный корпус в поселке Витиме, стационар, поликлинику и инфекционное отделение в Ленске. В селе Ортонахаре построили амбулаторию, в Бичинче – ФАП. К 2016 году запланировано строительство еще 6 ФАПов в селах Иннялых, Хамра, Батамай, Нотара, Дорожный и Чамча Ленского района. Полностью отремонтирован главный корпус, это неврологическое отделение, терапевтическое, частичный ремонт хирургического отделения и операционный блок. Далее проводился ремонт гинекологического отделения, детское отделение, и в настоящий момент проводятся ремонтные работы родильного отделения. Проведен также частичный ремонт инфекционного отделения, которое у нас находится отдельно. И проведены ремонтные работы, косметический ремонт в амбулаторно-поликлиническом подразделении. Еще одной проблемой здравоохранения ленчали назвали нехватку кадров. Но уже к 2013 году в Ленский район после окончания интернатуры трудоустроились 4 врача и 6 человек среднего медицинского персонала. Один стоматолог работает в Нюйской больнице по программе «Земский доктор». На сегодняшний день заключено 8 договоров с выпускниками вузов по специальностям терапевт, невролог, офтальмолог, хирург, лор и травматолог. Прибытие этих специалистов ожидается в течение ближайших 2-3 лет. Значит, если у нас не хватает каких-либо отдельных узких специалистов, мы работаем на договорной основе со специалистами лечебных учреждений города Якутск. В частности, у нас регулярно работает врач-офтальмолог, специалист Республиканской офтальмологической больницы. В течение этого месяца работал врач-эндоскопист. Значит, на период отпусков мы приглашаем врача-хирурга из РБ-2, из Центра экстренной медицинской помощи. Он работает у нас уже не в первый год, ну и планируется в этом году также его работа в хирургическом нашем отделении. Подобные встречи помогают жителям решать накопившиеся проблемы и дают новые идеи руководству для улучшения жизни граждан. Под контроль берется все, о чем обсуждалось на встречах руководства республики с населением. Александра Хлопкова, Светлана Балеева, НВК Саха, Ленск, Якутск. Жители подтопленных населенных пунктов в Верхнеколымском районе надеются, самое главное испытание позади. Наталья Ломанова продолжит. За сутки уровень воды в Колыме уменьшился на 31 сантиметр, в Ясачной – на 30. На момент нашей съемки днем во вторник в Верхнеколымске все еще перемещается по селу на лодках, но вода постепенно уходит. Нам помогают, мы каждый день ездим на психологическую реабилитацию? Да, ага. Он нам поднимает жизненный тонус, мы вода уже падает, мы уже возвращаемся, и нас поддерживают везде. Из 16 домов Верхнеколымска, подтопленных на пике наводнения, вода осталась в 3. Группировка сил МЧС в селе несколько уменьшена, работают 3 спасателя и их командир, которые продолжают доставлять жителям хлеб, воду и перевозят их в пределах села и в районный центр. Часть спасателей Дальневосточного поисково-спасательного отряда сегодня улетают. С ними покидают Колыму и психологи, которые все эти дни поддерживали верхнеколымчан. Запросов нет было психологических, именно на оказание индивидуальной психологической помощи. Ну мой коллега, он, конечно, оказывал медико-психологическую реабилитацию с помощью аппаратных методов.
На берегу жители Верхнеколымска, ждущие рейса в село, благодарят специалистов за помощь. Ну, счастливо, спасибо за помощь. Вам силы духа все восстановить. До полного схода воды еще далеко, но жители обоих населенных пунктов надеются. Самое страшное уже позади. Наталья Ломанова, Александра Данилова, НВК «Саха», Верхнеколымск, Зырянка. У села Булгунихтах Хангаласского улуса под воду ушел автомобиль с водителем. Виталий Абрамов подробнее о происшествии. Трагедия произошла в разгар выходного дня. На улице было полно людей, и многие из них стали очевидцами происшествия. В районе магазина номер 10 днем между часов 2-3 под воду ушла автомашина Toyota Плат. Автомобиль стремительно погрузился под воду. Никто не смог ничего предпринять. По объективным причинам: сильное течение, удаленность от берега и непредсказуемое поведение тонущей машины. На помощь сразу вызвали спасателей, но в первый день поисковые работы результатов не дали. Обнаружив машину, надо обследовать, там есть что-нибудь, посмотреть, открыты ли двери. На утро следующего дня, благодаря троллению дна кошками и специальным гидролокаторам, автомобиль обнаружили в 35 метрах от берега на глубине 5 метров. Обследование показало, что машина лежала на крыше, окна открыты, в кабине находилось тело погибшего. Водолаз зацепил тросом автомобиль, и с помощью трактора машина была извлечена из реки. Осложнило сильное течение и ветер. Спасатели благодарят местных жителей за активную помощь в поиске и поддержке спасателей. В настоящий момент правоохранительные органы устанавливают причины падения машины в реку и гибели человека. В настоящее время для установления причины смерти мужчины назначена судебно-медицинская экспертиза. По данному факту Центральным межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета России по Республике Саха-Якутия проводится доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение. Виталий Абрамов, Василий Слепцов, НВК «Саха», Якутск. Таковы главные новости. К этому часу о развитии событий смотрите в следующих выпусках информационной программы. Спасибо за внимание. До встречи. Саха бриллиантовый циркада. Бесейін 12-тен сүпе бирис күнігер Мамантионак народтар ике ардыларынағы улақан цирковой фестиваль гангырар. Кытыны лехтара Казахстан, Монголия, Китай, Япония, Вьетнам, Россия, Уанна Сахаhere. Бирсер нөмерген 735-537. Мир кукол. Первая республиканская выставка «Смотр» приглашает в арт-салон «Симех» с 8 мая по 1 июня. Старый город, Оржакова, 6. Көмүлөк хейте аласпы тактылгана. Көмүлөк саңа хейте саха кихитин көрүүдө. Бесейін 14 күнігер Саха бриллиантовай циркатын түйілгетігер. Туймада үрін түйіндері шоу проекта өңірауыд. Болей за наших! Чемпионат скидок на телевизоры в ДНС. Так, например, телевизор LG 3D Full HD с диагональю 42 дюйма по суперцене 16 990 рублей. Смотри чемпионат мира по футболу вместе с ДНС. Только 14 июня в 18 часов отдай голос в финале конкурса «Женщина года 2014». Спецприз от знаменитого пластического хирурга. Розыгрыш призов среди зрителей. Ведущие вечера. Творческая группа «Дёгелер». Чемпионат России по вольной борьбе. Сильнейшие спортсмены России в чемпионате по правилам ФИЛА в весовых категориях от 57 до 125 килограмм. С 19 по 22 июня в Центре спортивной подготовки «Триумф». В рамках Года культуры в России и Года Арктики в Якутии ко Дню России Дом дружбы народов имени Алексея Кулаковского приглашает на республиканский межнациональный конкурс «Этнокраса» 11 июня в 17 часов. Латен уюнская атнан саха театра бесейін 12-13 күннергер Митрей Наумак пьесатынан
Бүгін эбетер қаханда ден политической хроника спектакль гаңырар. Спектакль сақан оротын чулу ола, беллилях государства онна политика деятеля, аға республикатын терячелерден биддестері Исидар Никифорович Барахов чағылқай олығырананар. Туруратчы режиссердар Андрей Борисов, Руслан Тараховский. Весенняя мебелизация от Пинсдрев продолжается. Теперь невероятные цены на тахты. Выбирай мебель Пинсдрев. С 5 по 12 июня серебряная неделя в Керге. Новое поступление серебряных изделий и посуды. Большой выбор серебряных украшений в национальном стиле. Скидки на все изделия из серебра от 20 до 40%. Розыгрыш национального серебряного украшения Илинке Бегер. Автошкола «Маневр». Обучение водителей категории А и Б. Гибкий график обучения. Автотренажер. Лучшие преподаватели и инструкторы. Индивидуальный подход. Адрес: город Якутск, улица Петровского, 19/5. Офис 304. Исидер барахабатын өрі тұтан, далыр осколатын сүйіс сағынан үйе бүйлері ғықтарғар. Кирилл Сафронов салаятчылақ үйе бүрітім сүйті бәғайын 14 күнігер илейге комплексігар. Bir дойдулақтар бұтын ұңырабыт.